Эвенская отшельница Галина Егорова почти полвека безвылазно живет в местечке Аюме. Она не знает, что такое мобильный телефон, банковская карта и про многие другие блага цивилизации. А буквы некоторые только появляются, да? А некоторые буквы почему не появляются, когда вот пишешь? Потому что ты не нажимаешь до конца. Галина Иннокентьевна уехала на конебазу Аюме 24-летним дипломированным продавцом. Там же вышла замуж за оленевода Николая Романовича Ефимова. Родила двоих сыновей, которые пошли по стопам отца. В свои 74 года она до сих пор работает, помогает младшему сыну в качестве коневода и радиста. В Аюме расположена конебаза СПК «Фактория Тампо», где насчитывается до 80 лошадей якутской породы. Ближайшее оленстадо в 30 километрах. Зимой я остаюсь я одна, сама добровольно остаюсь. Меня никто не заставляет там находиться. Просто нравится самой и все. Когда табуны приходят, проверяю их так, около дома проверяю. Они все знают, когда идешь, сразу настораживается, соль дадут или нет, как будто ждут. Летом в Аюме приезжают внуки Галины, семьи оленеводов. У многих в конебазе остались дома. Недавно сюда провели связь. До этого новости Галина узнавала по телевизору, когда подключала генератор. Сейчас в больнице, где она на медобследовании, только и разговоров о возвращении в Аюме. Тот день вообще один мальчик говорит: в нашем доме дурдом. А что, говорю, все тут толпятся, говорит. На связи. На связи, ага. Потом один настроил телефон, а потом второй мой внук настроил, говорит: бабушка, я тоже умею, оказывается, я настроил, радостный. Потом все, давай, все телефоны. Галина Иннокентьевна отказывается покидать Аюме, где провела всю свою жизнь. Похоронен муж. Здесь она сама себе хозяйка. Есть своя теплица. Раньше даже держала коз, кур. Хлеб делаем сами, пекем. Каша, суп, мясо, рыбу. Так и кушаем. Как раньше люди жили, такие же продукты. Таежные продукты. Хоть и живет ветеран по старинке, растапливает печь, таскает лед, питается дарами природы, зато здорова, бодра. Что еще нужно для счастья? Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.